Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто вам будет предлагать отношения и какие отношения вам будут предлагать? Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, свой срок, но не загадывайте слишком короткий, либо слишком долгий. И давайте вместе посмотрим, кто будет предлагать вам отношения и какого рода отношения. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе, как показали. Человек не просто предлагает, он вас умолять будет, умолять об отношениях. Так, вот он, мужчинка, у нас вышел в одной руке топор, а в другой у него прям рог изобилия, топор и рог изобилия. Значит, мужчина в пределе, у мужчины есть работа, либо собственный бизнес. Мужчина изобильный, такой, знаете, все у него в порядке, он ресурсный, он умеет заработать, он умеет и потратить. Человек, который знает, что делает, и человек, который живет, извините, страстями. Да. Все он делает по любви, либо по желанию. Вот если ему чего-то не хочется, либо ему что-то не нравится, он никогда этим заниматься не будет, либо с таким человеком никогда общаться не будет. Здесь просто не заставишь. Вот если не хочу, если не нравится, не люблю, то никогда не буду. Так, мужчина темненький, сразу говорю, южных кровей, либо, сам по себе темненький, смугленький, роста чуть выше среднего, и имя у него какое-то такое, знаете, вот громкое, жесткое. Вот есть мягкие имена, а есть громкие и жесткие. Кстати, может быть имя даже какое-то иностранное, вот необычное, непривычное. Прям звучит оно как-то громко, гордо, жестко звучит. Такое имя у него. Человек постоянно в кругу мужчин находится, то ли он в какой-то мужской команде работает, то ли он постоянно, не знаю, там на спорте сидит, да, среди мужиков находится, там тренируется, либо спортзал, либо футбол, может быть, баскетбол, но что-то прям сугубо мужское. Компании постоянно у него мужские, общение в основном у него идет с мужчинами. Дорога, его второе имя, то ли он у вас заядлый путешественник, то ли работа сопряжена именно с путешествиями, с поездками. То есть человек может быть, допустим, там водитель, человек может быть, там, не знаю, моряк, может быть, там, не знаю, летчик, как пилот, да, не летчик, пилот, что еще может быть, да, постоянно у него какие-то разъезды, поездки, да, командировки, вот сопряжено, наверное, да, либо он любит постоянно куда-то выезжать, новые места, путешествовать, да, но если деньги есть, почему нет? Если есть деньги, то и возможность точно найдется, тем более ему это нравится, дорога ему радость приносит. Прям любит он дороги. Не сиди долго на одном месте. Либо когда он на одном месте, он чахнуть начинает. Мужчина склонен к набору веса, к полноте. Поэтому то ли он постоянно на тренировках, то ли у него жест. Да? То есть правильно питается, следит за собой. То есть это его какая-то слабость. Видно, сладенькое, вкусненькое любит. И когда любит, меры не знает, да, у него же все в жизни по любви. Так, еще по поводу этого мужчины. За спиной у него семья стоит. Либо он был женат, но сумел сохранить со своей бывшей
и опять же с детьми очень хорошие отношения, постоянно как видится, встречаются, либо он привязан к своим родителям, ну и родители для него это прям святое, да, он постоянно к родителям возвращается, приезжает, заботится, может быть даже в те короткие моменты, когда он, ну, например, дома находится, да, он живет именно в семье с родителями, то есть за спиной у него стоит семья. Под ногами у мужчины обломки гор. То есть, скорее всего, прошлое было очень сложным, либо очень сложно ему было добиться своих целей. Может быть, выбраться из каких-то трудностей. Может быть, даже какие-то большие неприятности в прошлом произошли. То есть человек жизненный опыт имеет, да, наученный жизнью и прошел, как там, Крым, Рым и медные трубы. Нелегко ему в жизни пришлось, либо все с трудом ему давалось. Ну, он молодец, он такой неунывающий, он себя верит, себя ценит. Себя, кстати, очень высоко позиционирует, он понимает, кто он такой, из какого теста он сделан. К себе не позволяет пренебрежительного отношения, либо какого-то, может быть, ну, такого, знаете, понебратского подхода. Нет, абсолютно не позволяет. Если он представляется, то он всегда говорит либо имя, фамилию, если он молод, если он уже там средних лет, да, он всегда говорит отчество плюс, да, что вот обращайтесь ко мне по имени-отчеству. Ну, такая деловая колбаса. Женщинам он нравится, скрывать не буду. Да и он такой, знаете, не дурак. Если женщина ему тоже симпатична и есть возможность, почему бы не воспользоваться. Да, запросто. Запросто ходок. Ходок по женщинам, такой сердцеед, любит красивых женщин, любит хорошо, весело проводить время с женщинами. Ну, вот такой вот он, девочки. Ну, что поделаешь, да, все мы разные, и у каждого свои тараканы. Ему это нравится, он так расслабляется. Много общения у него сейчас в жизни с женщинами, много связей с женщинами. Даже, возможно, и сейчас, да, в момент, когда, не сейчас, а в момент, когда он встретится с вами, у него будет связь с какой-то женщиной. Запросто, может быть. И так отыграться может. Ну, в общем, такой интересный персонаж. Яркий, жаркий, уверенный в себе, прям на все 100. Ну и правда, как бы есть на что опереться. То есть в жизни он уже своего добился. Либо очень успешно ставит цели и их добивается. Он в себя верит, либо он себе верит. Так, что касается вас. Ну, вы очень романтичная, вы очень чувственная, вы понимаете, вы без любви не можете. Вот такая вы натура. Когда вы влюбляетесь, у вас настроение, и вы такая по жизни порхаете. Но и вижу, что и сердце вам разбивали. Причем, возможно, не раз вам сердце разбивали. Вы очень доверчивая в любви. И, ну, понятно, да, конечно, хочется верить тому, кого любишь. И изначально сомневаться в ком-то, ну, зачем тогда выстраивать отношения? Вижу, что вы свое уже настрадались, да, вот в прошлом какие-то несчастные отношения были. Возможно, даже и не одни отношения были, тоже все плохо закончилось. Но все равно в любовь вы верите, и любовь вы свою ищете. Вижу, что прошлые удары сердце немножечко вас как в броню закрыли. Вы менее сейчас склонны доверять. Вы сейчас очень медленно открываетесь перед человеком. И также вижу, что вы уже чего-то конкретного хотите. Не просто эмоций, не просто этих бабочек в животе, не просто близости. Вы хотите серьезности, вы хотите там семью, дом, мужа, не знаю, там ребенка от мужа родить кто-то хочет, да, вот хотите полноценных отношений, перспективных с будущим, с хорошим будущим, да, чтобы муж был не лопух, не лох, не дурак, чтобы не пьяница был, чтобы был серьезный, чтобы вас любил, чтобы о вас заботился. Такого хотите, уже серьезного плана отношений хотите. И, кстати, из-за этого многим отказываете. Ну вот когда вам мужчина какой-нибудь предлагает там встретиться, пообщаться, вы смотрите, что мужчина такой не настроен, серьезно, вы сразу такая: нет, вот с тобой не буду встречаться, да? Ты мне не совсем подходишь. Либо ты мне не дашь то, в чем я нуждаюсь. То есть вы уже так научились мужчин рассматривать, присматриваться к ним и видеть, да, где ваш, а где не ваш. Так, вижу вашу встречу. Здесь у одних отыграется встреча в интернете.
ну, в прямом смысле слова, да, может быть, в соцсети вам напишет, может быть, на сайте знакомств, если вы там зарегистрированы. И также, возможно, встреча в каком-то месте, где разные люди собираются. Ну, допустим, это может быть кафе, это может быть ресторан, это может быть какое-то общественное место. Разные люди, разных возрастов, разных полов, вот они там собираются, либо что-то делают. В таком месте встреча. Но, опять же, интернет тоже место, где много разных людей собирается, со всего мира причем. Вот так у вас встреча состоится. Вы на него внимания особого не обратите, разве что на его внешность. Ну, поскольку внешность симпатичная, незаурядная, опять же, он такой весь жгучий, темненький, прям обратите внимание. Вот. Ну и дальше пойдете. Ну, а мужчина, он сразу к вам что-то почувствует. Знаете, как сердце ёкнет у него по отношению к вам. Даже если просто вашу фотографию увидел. Вижу, что у него проснется безумный интерес к вам. Вижу, что он начнет вас тут просто по-зверски добиваться. Проходу вам давать не будет. Ну, либо постоянно будет вам там написывать в соцсетях, либо на сайте знакомств, смотря где у вас знакомство произойдет. Ну вот просто, понимаете, он вам проходу не дает, он пытается всеми силами обратить ваше внимание на себя. И вижу, что он прям себе целью поставит вас добиться. Уж очень вы ему понравитесь, либо как-то сердечко его тронете. И вижу, что будет себя вести очень нагло и очень приставуче по отношению к вам. Вы давно такого безобразника не встречали. Вижу, что даже раздражать вас в какой-то момент начнет. Вы такая: кто это такой? Да почему он ко мне пристал? Да отстаньте от меня. Даже грубить ему будете. А его это наоборот будет разжигать, да, раззадоривать. И он такой: о, женщина с характером, красотка, да еще и характер. Да, и чем больше вы ему типа отказываете, тем наглее и настойчивее он становится. Как, знаете, характерами будете меряться, да, кто кого возьмет измором. Не оставит он вас в покое. Видите, вот не зря показали, что он мало того, что в умоляющей позе находится, так еще и удочки постоянно к вам закидывает. Даже не удочка, а какой-то крюк, да, вот чтобы вас этим крюком достать, к себе повернуть. А вы такая: нет, я отвернулась, я своими делами занимаюсь, я с такими нахалами, да, не общаюсь. Интересно, будет очень интересно. Здесь очень много искр я вижу. Вижу, что вы тоже в какой-то момент прям так задумаетесь, что-то он ко мне так сильно пристал, да, может быть, это судьба. Но, девчонки, скажу вам так, поскольку мужчина разъездной и выездной, да, он постоянно в дороге находится, не будет у него тех возможностей, чтобы вас прям измором взять и добиться. Ну, по мере сил он будет вас добиваться. Но прохода он вам не дает, либо он от вас вообще не отстает. Что ему будет от вас нужно? Ну, обманывать не буду, как бы близость ему будет нужна, потому что вы его настолько сильно будете будоражить и возбуждать, что он просто будет сходить по вам с ума. Ну, в прямом смысле этого слова. Он как будто бы кроме вас вообще никого не будет видеть. И вот чем больше вы ему говорите нет, либо отказываетесь с ним общаться, тем больше он на вас, извините, возбуждается. Ну, конечно, крепкий орешек попался, да, либо женщина неприступная, а он прям такой: нет, я же альфа-самец, ну, такого не бывает, ну как так, да, как так, почему она мне отказывает? Смотрите, видите, здесь два человека, он еще кого-то будет подключать, чтобы ему с вами помогали. Может быть, даже друзья его начнут вам писать, либо к вам приходить и уговаривать, чтобы вы с ним хотя бы на одно свидание сходили. Либо будут приносить вам от него там цветы, подарки, что-то будут приносить и вам там его рекламировать, расхваливать. А вы все в жизни видели, но вот именно такого ухаживания, прям приставучего, липучего, навязчивого еще в вашей жизни не было. Не было и, может быть, даже и не будет у кого-то. Да, ну вы не любитель навязчивых мужчин. Наоборот, чем больше мужчина навязывается, тем, ну как, вы от него больше отворачиваетесь. Это я точно вижу. Вы любите спокойных, уравновешенных, сдержанных мужчин, хорошо воспитанных. А вот таких вот прям наглых вы точно не любите. Но что он будет предлагать? Будет предлагать вам встречи, будет предлагать вам свидание. Ничего больше он вам предлагать не станет. Хотя, если вы согласитесь на отношения с ним, возможно, у вас с ним все и получится. Да, он
Но вот я вижу, что он прям влюбляется в вас. Это, конечно, не любовь, но влюбленность в высшей степени у него к вам будет. Вот это желание нереализованное. И опять же, вы настолько ему будете интересны, да, то, что вы недоступны, то, что вы от него отворачиваетесь, то, что вы на его эту харизму не клюете, и он прям будет аж беситься от этого. Прям аж мозг у него возбужден по поводу вас. Да как это так? Почему? Все соглашаются, а она не хочет. Да что такое? Что она себе думает? Тут он вам будет и грубить, и тут же умолять. Как-то так у него все чередуется. Ну, психику вы ему явно тут порушите во всех смыслах слова. Вы очень загадочная для него. Очень загадочная и очень какая-то далекая и недоступная. Как-то так мне идет. Ну, в общем, девочки, будут вас добиваться. Но вы и сами видите, да, в венце колокольчик звенит, аж краснеет. И он постоянно вас умоляет и пытается вот этой удочкой либо крючком зацепить. Вот этим он и будет заниматься. И я так понимаю, что даже дольше, чем тот срок, который вы загадали. То есть мужчина не привык сдаваться, не привык отступать. Но вы тоже не привыкли сдаваться и не привыкли менять свое мнение. Здесь, как знаете, борьба характеров, борьба интеллектов. Но вот вижу, чем больше вы ему отказываете, тем сильнее он к вам прилипает. Так идет информация. Ну, что, девочки, что идет, то идет. Да, пути Господни неисповедимы. Главное, берегите себя и старайтесь от жизни получать удовольствие. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.